Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В 2021 году площадь лесных пожаров в Якутии превысила 8 миллионов гектаров. В целом по России лесные пожары уничтожили более 10 миллионов гектаров. По данным Республиканской прокуратуры, ущерб лесному фонду на территории региона составил 3,7 миллиарда рублей. Как лесные пожары влияют на экосистему региона и как снизить риски возникновения природных пожаров? С нами на связи эксперт в области охраны леса Игорь Григорьев. Игорь Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. По каким же причинам возникают лесные пожары и какой процент дают именно сухие грозы? Профессионалам известно, что есть понятие пожарная триада. Это когда складываются три сразу момента. Это наличие горючих материалов, это условия, способствующие загоранию, и источник огня. Но если мы с вами возьмем такой горючий материал, как лист бумаги, если он будет влажный, то гореть он не будет. Если он будет сухой, но не будет источника огня, соответственно, он тоже не будет гореть. И вот когда складываются вот эти все три компонента пожарной триады, возникает пожар. А количество пожаров, возникающих от сухих гроз, сильно зависит от региона. Если мы с вами возьмем северо-запад Российской Федерации, то там сухих гроз немного, и большая часть пожаров возникает по вине человека, так называемые антропогенные пожары. Если мы возьмем с вами Республику Саха-Якутия, где плотность населения крайне небольшая и сухой резко-континентальный климат, то здесь, конечно, процент пожаров от сухих гроз максимальный. И я думаю, что он существенно превышает 50% от, соответственно, всех возникающих пожаров в лесу, если брать Республику Саха-Якутия. Но ведь у всего на свете существуют превентивные меры. Какие же усилия необходимо предпринять в республике, чтобы не повторилась ситуация с лесными пожарами 2021 года? Достаточно часто у нас в наших нормативных документах, например, в стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, ориентируют, например, нашей соседки страны Финляндии. И мы никогда с вами не слышали о том, чтобы в Финляндии или, например, в Швеции были такие катастрофические лесные пожары, которые случаются в Российской Федерации, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Связано с очень простой вещью, с правильной организацией лесопользования, с тем, что везде есть квартальные просеки, везде есть дороги, можно доехать и потушить возникающее возгорание. Есть очень хорошая система мониторинга. Но боюсь, что в обозримом будущем при наших масштабах предотвратить пожары мы просто не сможем. Главная задача их как можно быстрее, во-первых, выявлять, а во-вторых, иметь возможность на них оперативно реагировать. Скажите, Игорь Владиславович, а как же пожары влияют на многолетнюю мерзлоту? Что происходит в этом случае с лесотундрой, с тундрой? Станут ли частым явлением торфяные пожары? Как показывает практика не только нашей страны, достаточно часто лес без огня просто не может развиваться. Здесь можно привести примеры, например, Соединенных Штатов Америки, где были созданы национальные парки для охраны таких деревьев, как секвойя. И по прошествии нескольких десятков лет американцы обнаружили, что ни один росток секвойи не появился в связи с тем, что они превентивно тушили все лесные пожары, а оказалось, что секвойя без лесных пожаров развиваться не может. С точки зрения леса Республики Саха-Якутия, где в основном доминирует лиственница, так называемая пирогенная порода, если хотите, она сама себя и поджигает, потому что, несмотря на то, что дерево хвойное, но при этом оно листопадное, и каждый год накапливается опад, и, соответственно, за счет того, что это вечная мерзлота, крайне бедный биота в почве, он не перегнивает, и единственная возможность для леса этот опад убрать – это как раз огонь. Например, в Сибири, в Иркутской области, в Красноярском крае многие лесники знают хорошо и открыто говорят о том, что низовые пожары для леса это не хорошо, точнее неплохо, а наоборот хорошо. Ведь если мы с вами возьмем химический состав хвои, особенно сосны и лиственницы, в этой хвое очень много кислоты, она фактически ядовита для почвы, и под этой хвоей ничего не растет. Зато после того, как прошел огонь,
появляются полезные химические вещества, которые хорошо входят в почву и позволяют расти следующим поколениям не только деревьев, но и кустарников, и кустарничков, в том числе ягодных. После того, как прошел пожар, возле тлеющих головешек стоят те же лоси в дыму, как говорят, как пьяные, потому что в этот момент за счет дыма их не ест мошкара. Огонь для леса – это вещь естественная, не считая, конечно, катастрофических верховых пожаров, но они проходили и до человека, будут проходить все время. Что касается торфяных пожаров, то здесь вопрос в том, насколько успеет огонь перейти вниз. Мы все наблюдаем, что идет явное потепление климата. Виноват в этом человек или нет, это вопрос дискуссионный. Лично, на мой взгляд, человек здесь практически ни при чем, поскольку мы хорошо знаем, что и до нас в течение последних 1000 лет были и периоды глобального потепления, и периоды глобального похолодания. И если мы с вами будем говорить про потепление, как оно влияло, например, на развитие человечества, то все всплески развития, искусства, культуры – это когда были периоды глобального потепления, хорошо рос урожай. И мы сейчас с вами находимся на цикле глобального потепления, который, по прогнозам ученых, закончится где-то к 2060 году. Как мне довелось видеть доклад одного из климатологов, потом мы введем опять в полосу похолодания. А за счет того, что становится теплее, вегетационный период роста деревьев становится больше, значит, прирост становится больше, а значит, вот этих вот горючих материалов в лесу становится больше. У опытных лесников есть такая оригинальная фраза, что чем лучше мы тушим, тем сильнее мы горим. Это означает, что если все время тушить огонь, возникающий в лесу, то вот этой вот органики отпадающей накапливается все больше и больше, а значит, гореть она будет интенсивнее, огонь будет дольше находиться на одном месте, и, соответственно, вероятность его перехода вниз, если он горит на торфянике, тоже будет больше. Получается, только низовые пожары способны обновить леса в нашей республике? Я бы так сказал, необходим, потому что других вариантов для леса нет. И мы можем с вами взять для примера какой-нибудь участок нашей тайги, не давать там ничему гореть, и через какое-то время мы обнаружим, что никакого молодого подроста древесных растений нет. Все это заглушено опадом, который не разлагается. С точки зрения верхового пожара, это, конечно, катастрофа для природы, для всей экосистемы. И, в общем, скажем так, с точки зрения полезности для леса, конечно, это низовой пожар исключительно. Причем, желательно даже это беглый низовой пожар. Такие пожары обычно возникают по весне. Они быстро пробегают по сверху просохшим кочкам, усиливают и ускоряют полезные биологические процессы в почве. Игорь Владиславович, этим летом состоится климатическая экспедиция в места пожарищ с участием экологов, представителей власти и ученых. Первая подобная экспедиция уже состоялась в Архангельске. Вопрос вот в чем. Могут ли итоги экспедиции повлиять на организацию противопожарных мер? На организацию, безусловно, они могут повлиять. И я, к сожалению, не знаю научную программу этой экспедиции, но мы уже много лет говорим о том, что в связи с уже упомянутым потеплением климата у нас перестали практически работать таблицы хода роста, которые составлялись еще в начале 20 века под тот климат, который был существенно холоднее. И в этой связи у нас нет сейчас адекватного инструмента, чтобы предсказывать количество накапливаемой в лесу за определенный период фитомассы, который, собственно, является горючим материалом. Если эта экспедиция в том числе в своей задаче ставит именно уточнение таблиц хода роста, а значит получение адекватного инструмента для прогнозирования, сколько горючих материалов у нас будет накапливаться, это, безусловно, позволит корректировать мероприятия в плане подготовки к лесопожарному периоду. Но ведь наверняка существуют перспективные технологии борьбы с лесными пожарами. В рамках нашей научной школы есть несколько вариантов, которые некоторые сейчас только на уровне предложений, некоторые сейчас совместно с компаниями-партнерами разрабатываются. У нас было разработано предложение останавливать лесной пожар для того, чтобы иметь возможность
получить какой-то временной промежуток для других мероприятий, останавливать верховой лесной пожар энергией взрыва. Сейчас проработана такая теория, и мы очень надеемся, что, может быть, кого-то заинтересует этот вариант, и мы могли бы провести какие-то экспериментальные исследования. Еще одной технологией, которой сейчас мы занимаемся, и она показала свою эффективность, правда, единственное, в условиях северо-запада Российской Федерации, пока она отработана, существуют так называемые иглофильтровые установки водопонижения, которые позволяют получать воду непосредственно в лесу, а получить воду в лесу для тушения лесного пожара – это всегда проблема. По той простой причине, что не всегда есть где-то водоем. И благодаря тому, что эти иглофильтровые установки, даже пока в стандартном исполнении строительном, могут забирать воду с глубины 9 метров и разворачиваются довольно оперативно, мы уже на северо-западе получили экспериментальное подтверждение, что можно спокойно тушить лесной пожар, не возя с собой воду, а используя вот такую вот иглофильтровую установку. Достаточно интересный вариант новых систем машин для тушения лесных пожаров на ежегодном, я бы сказал, уже традиционном лесопромышленном форуме Арктического агротехнологического университета в прошлом году представила компания Ponsse. Это лесопожарный форвардер. По большому счету, это стандартный форвардер, который используется на большинстве предприятий и Якутии, и Российской Федерации, на который устанавливается большая цистерна, насос, и лесная машина превращается в лесопожарную. И это хорошо тем, что в отличие от классических лесопожарных машин, которые закупают наши органы власти для соответствующих структур, эта машина многофункциональная. Когда не нужно тушить лес, она работает на лесозаготовках. Когда надо тушить лес, она становится лесопожарной машиной. И еще один вариант, который мы в настоящее время прорабатываем, связан с тем, что в условиях вечной мерзлоты до сих пор используют такой вариант, как прокладка минеральных полос при помощи тяжелых бульдозеров, больших плугов. Это, безусловно, мерзлоте сильно вредит. И поскольку лесные горючие материалы находятся исключительно сверху, у нас есть несколько вариантов, как убирать только сверху лесные горючие материалы, не вредя, соответственно, мерзлоте такими глубокими канавами, которые получаются. Но это тоже сейчас на уровне отработки. Вот, пожалуй, основные сейчас перспективные и реальные. Благодарю вас, Игорь Владиславович, за содержательную беседу и спасибо, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.